Вітаем, беларуская служба радыё Свабода. Мы з вами знаходзімся ў будынку суду Барысаўскага раёну. Паводле нашай інфармацыі, о 16 гадзіне тут пачнецца суд над хлопцам, які учора падчас матчу БТ Арсенал прабегся па полі з бел-чырвона-белым сцягам. Адбылося гэта амаль пры канцы першага матча, то бок гэта быў час гульні. Не так ужо шмат нам пра гэтага хлопца вядома. Усе мы бачылі па трансляцыі, як яго затрымалі. Вядома, што даставілі яго ў барысаўскі РУС і нібыта цяпер у судзе маюць яго прыдавіць яму два артыкулы. Гэта хуліганства і непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі. Таксама досыць мала мы ведаем пра тое, што гэта за чалавек, што гэта за хлапец. Мяркуецца, што яму 26 гадоў. Все, што мы пра яго даведаліся, гэта з ягоных аккаунтаў у сацыяльных сетках. Напэўна, зваць яго Александр Венгерскі, прынамсі так ён сябе называе у сацыяльных сетках. Ён з Вілейкі, кажа, што з вельмі простай сям'і, жыве то ў Вілейцы, то ў Менску. Ну і нібыта ён такі актыўны, як цяпер кажуць, зожнік за здаровы лад жыцця. Ён таксама заўзятар, і гэта ідэя зрабіць такую вот акцыю фанацкую падчас гучнага насамрэч матчу, таму што вельмі вялікая ўвага была прыцягнутая да гэтага спаборніцтва паміж БТ і Арсеналом. Вот ён яе здзейсніў, і такім чынам яна для яго скончылася. Даставіць яго, мы спадзяемся, што даставіць яго цяпер у суд Барысаўскага раёну. Што з ім далей адбудзецца, ну, цяжка меркаваць. Паводле тых артыкулаў, якія яму написали ў пратаколе, могуць яму прысудзіць штраф альбо зняволенне да 15 сутак. Гэта ўжо па другім артыкуле, які непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі. Ну, таксама вядома, што і паводле правілаў УЕФА не так ужо прыхільна ставяцца да такога кшталту учынкаў фанацкіх футбольныя правілы, і у такіх выпадках звычайна накладаюць штраф на саму каманду. Якраз такі БТ звярталася напярэдадні да сваіх фанатаў, каб яны паводзілі сябе прыстойна, ну, не рабілі нічога такога, што магло б іх падставіць пад такія штрафы. Ну і былі таксама сітуацыі з БТ, калі такія штрафы былі ім выстаўлены, і яны пераносілі іх на людзей, якія станавіліся іх прычынай. Вялікая ўвага ў сацыяльных сетках да гэтага ўчынку хлопца. Усе цікавяцца, што за ён, чаму гэта зрабіў. Вельмі разнастайныя меркаванні на гэты конт, хтосьці яго падтрымлівае. Мы чулі нават падчас трансляцыі, што там і стадыён скандаваў «Маладзец», і нібыта, шчыра скажу, я не глядзела, але нібыта пасля гэтага і гуляць сталі трохі больш актыўна і цікавей. Але ёсць і тыя, якія вельмі актыўна асуджаюць гэты ўчынак, кажуць, што гэта не спартовыя паводзіны. Асабліва я ведаю, вот перад тым, як чакала гэтага паседжання, паглядзела ў сацыяльных сетках, тэлеведучая Ганна Бонд вельмі моцна абураецца тым, што зрабіў гэты хлапец Александр, і абвінавачвае яго ў неспартовых паводзінах. Там вялікія вострыя дыскусіі, ўжо ўсе спартовыя сайты пра гэта напісалі. Ну і, канешне, учынак гэтага хлапца, які бег з бел-чырвона-белым сцягам па стадыёне ў Барысаве, ён таксама трапіў на ўсе спартовыя рэсурсы. Хто яшчэ не ведае пра гэта, той можа паглядзець. Ну вот цяпер мы ў чаканні, калі гэты працэс пачнецца. Ўсё ж такі супрацоўнікі суду нам вельмі ветліва дазволілі тут працаваць і пачакаць, пакуль гэта ўсё адбудзецца. Ёсць яшчэ некалькі хвілінаў. Вот уже нават сакратар адкрывае залю паседжанняў. Калі будзе магчымасць пагаварыць з хлапцом, мы, канешне, запытаемся, што з ім адбывалася пасля затрымання, што з ім адбывалася ў Русі, ну і галоўнае, навошта ён гэта зрабіў. Былі такія кранальныя фотаздымкі, як брамнік Арсенала паціскае яму руку. Ну і, канешне, сам гэты момант, калі ён выбегае са сцягам, проста у сотнях, дзесятках фотаздымках і відэазапісах транслюецца цяпер паўсюль. Што мы даведаліся яшчэ пра хлопца, што ён таксама нядаўна быў і ў нашай трансляцыі з акцыі 8 верасня. Гэта была... Вот гэта ён. Калі я не памыляюсь, тут вельмі сём Александр. Добрый дзень. Як з вами абыходзіліся? Добра все. А што вы такі брудны?
Давление скачет. Давление. Давление у вас... Вызывали скорую. Вызывали скорую чому? Ну, плохо чувствовался. А чому ви гэта зрабілі, расскажите? Ну, як популяризация национальных символов, как можно было ходить на улицу, на массовые мероприемства, как это не как не забороняли, это стяг, герб. Тому я это зробил. Чому менавіта выбралі гэты матч? Кажуть, што гэта не спартова, што вы падставілі клуб. Ну, як не спартова? Спартова. Можем яшчэ працягваць? Пачынаецца суд. Правонарушения республики Беларусь. Судебное заседание у нас проходит с участием представителей прессы. Какая это у нас? Радио Свобода. Радио Свобода. Значит, необходимо нам разрешить вопрос, если ставится такой вопрос. Так, можем? Да, конечно. Калі ёсць магчымасць, мы хацелі б весці відэазвонку. Какое мнение будет? Значит, данный вопрос разрешается таким образом. Аудиозапись вы имеете право вести видеосъемку, суд вам не разрешает. Так, значит, пожалуйста, доложите ряд судебного заседания. До судебного заседания доставлен присол, в отношении которого ведется административный процесс Венгерский Александр Сергеевич. Также в залу судебного заседания внесли свидетели Воронков Павел Геннадьевич, Алай Александр Юрьевич и Камин Камич Александр Анатольевич. Свидетели удалены из зала судебного заседания до начала их опроса. Ясно. Хорошо. Так. Венгерский Александр Сергеевич. Станьте, пожалуйста. Да. Назовите число, если слушаете. Даже что 11 Урожайность школы. Ничего? Да. Где родились? Третий. Гражданин Республики Беларусь. Да. Образование. Среднетехническое. Семейное положение. Полностью. Детей нет? Нет. Работаете или нет? Нет. Проживаете по какому адресу? Контракт. Татарская. Татарская запять. Город какой? Третий. Ранее привлекались к административной ответственности? Нет, вроде. В 2014 году. Последний раз за нарушение права дорожного движения, да? Значит, по делу являетесь лицом отношения, которое ведется административный процесс, разъясняя ваши права и обязанности в судебном заседании. Имеете право узнать совершение какого административного правонарушения вменяется вам в вину, давать объяснение или отказаться от передачи, представлять доказательства, заявлять отходы и ходатайства. Иметь защитника с начала административного процесса в случае административного задержания с момента объявления об административном задержании, беспрепятственно общаться с защитником наедине конфиденциально, прекращать полномочия своего защитника, отказаться от защитника, защищать себя самостоятельно, пользоваться родным языком или языком, которым владеете, либо услугами переводчика, возражать против действий судьи, требовать внесения возражений в протокол судебного заседания. Знакомиться с протоколом административного правонарушения, также материалами дела в административном правонарушении по окончании подготовки к рассмотрению выданных случаев по своим ходатайствам. Делать выписки из них, с разрешения органа, ведущего административный процесс, снимать копии с этих материалов. Участвовать в рассмотрении дела в административном правонарушении. Получать от суда копию постановления по делу в административном правонарушении. Подавать жалобы на действия судьи, в том числе обжаловать приговор постановления по делу в административном правонарушении.
обязан являться по вызову судьи, уведомлять суд, орган, ведущий административный процесс, который вы вас вызывали, о наличии уважительных причин, препятствующих явке по вызову, подчиняться законным требованиям судьи, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, участвовать в процессуальных действиях. Понятно, право обязанности? Понятно. Отводы имеются по составу суда? Суду доверяете, отводов нет? Ходатайство какие-нибудь имеются? Согласен со всем, кроме 24. Ходатайство имеются. Хорошо. Тогда перейдем к исследованию материалов дела. Значит, в отношении вас составлено 2 протокола об административном правонарушении. Первый в том, что 28 сентября в 20 часов 40 минут, находясь на стадионе Борисов-Арена по улице Гагарина, 119 в городе Борисове, во время проведения футбольного матча «Бактер-Арсенал» выбежал на футбольное поле, чем нарушил общественный порядок, спокойствие граждан, размахивая руками, флагом, чем создал угрозу срыва международного футбольного матча. И второй протокол в том, что 28 сентября в 20 часов 40 минут, находясь на стадионе Борисов-Арена по улице Гагарина, 119 в городе Борисове, будучи задержан за совершение мелкого хулиганства, отказался пройти служебный автомобиль, пытался убежать, чем оказал неповиновение законному требованию сотрудника милиции в Воронежского. При исполнении служебных обязанностей отказывался остановиться, вырывался. Все это происходило на футбольном поле. Вину признаете вы? 18-1, да, по 24 нет. 17-1 признаете полностью. Да. Ну, пожалуйста, поясните, что произошло 28 сентября 20-40 выбежал на футбольное поле, пробежал практически. Давайте по порядку. То есть находились на футбольном матче? Да, в каком секторе вы были? H1. Ну и что дальше было? С начала матча? Да, сначала матча находился. Решил поддержать родную команду. Каким образом? Ну, таким образом, как это произошло. То есть выбежал на поле с флагом, национальным флагом. Вот, пробежался в поле, то есть был сотрудниками, сотрудниками стадиона, то есть повалил, то есть упал, то есть поставили подножку, упал на землю. То есть задержали вас? Да, задержали, то есть ничего, никакого сопротивления я не оказывал, то есть шел своим ходом в автобус, то есть составляли протокол в автобусе, то есть никаких там с моей стороны там сопротивления или еще чего-то не было. Кто вас доставлял в автобус? Мои сестеры. Стюарды или сотрудники милиции? Стюарды. Где-то должен быть там даже ролик. То есть я шел своим ходом, никакого сопротивления с моей стороны не было. Почему вы решили, что такие ваши действия поддерживают команду? Ну, это строго мое мнение, то есть, я вот так вот решил. Так будет лучше. То есть вы не задумывались о том, что вы мешаете людям играть, действительно можете сорвать матч таким образом, создать какую-то неразбериху на поле? Нет, не задумывался. То есть все-таки вы считали, что после этого команда заиграет лучше? Конечно. Они показали результат 1-1. То есть это ваша заслуга? Я думаю, что да. Всей команды. В каком состоянии находитесь? Тревожно все. Ничего не употребляли? Нет, ничего не Приборные, наркотические? Нет, не употребляю вообще ничего. Ясно. То есть осознанно, вы понимали, чем это чревато? Конечно. То есть осознанно пошли на это? Как осознанно? Это все было спонтанно. Как спонтанно? Вы на учете состоите у психиатра? Нет, значит осознанно вы это делали. Я осознанно было, если я шел с целью, уже создать такое. Это все произошло спонтанно.
в определенный момент я понял, что надо бежать. И я это сделал. Значит, прервано ваше выбегание? Да, не против. Не против, да, прервано. То есть ненадолго, на минуту, на две, не прерывает. Ясно. То есть признаете этот факт, не отрицаете, что вот эти действия вы совершили. По поводу неповиновения. Значит, Шел своим ходом. то есть вас задержали на футбольном поле, Да. после этого куда вас повели? Завели там куда-то, завесили ворота, пытались поставить на колени, что у них не получилось. Вывели на улицу, вызвали наряд, то есть пришел наряд, но все равно меня стюард, ну там не стюард, но типа со стадиона работника фильма. Довели меня, я абсолютно спокойно шел разговаривать, то есть довели меня в автобус, составили меня протокол, пустили меня в рот дали сам. То есть никого не оскорблял. Оказывалось, пройти служебный автомобиль? Нет. Убегали? Нет. Сотрудник милиции вам какие-то требования остановиться, Нет. расследовать служебный автомобиль предъявлял? Нет, ничего такого не было. Не предъявлял. То есть вас задержали на поле, что там у вас, какие-то там приемы применяли, там подруги вели или каким образом? Да, нормально руки и били по бочке. Это на стадионе было? Нет, это было, когда завели меня там в какое-то помещение, типа занавесили занавес, пытались поставить на колени, чтобы не получилось. То есть добровольно? Да, абсолютно Не не отказывались, проследовали? Нет, абсолютно добровольно. Ясно. По связи с чем, как вы считаете, на вас протокол по 24 составил? Я не знаю, это, наверное, не тому, кто составлял протокол, то есть, То есть вы не можете объяснить? конечно, я не могу вообще объяснить факт. Ясно. Хорошо, присаживайтесь. Ладно, что начнем с ситуации. Назовите ваше фамилию, дата рождения ваша. 18.07.1982. Проживаете по какому адресу? Борисова. Работаете где? Что за нас в качестве свидетеля, разъясняя вам ваши обязанности, давать суду правдивое объяснение, предупреждайте административной ответственности за отказ от дачи объяснений, дачу заведомо ложного объяснения. Распишитесь. В таблице в верхней строке справа фамилия инициалы, слева подпись. Нет, инициалы, фамилия и инициалы. Скажите, пожалуйста, Венгерского Александра Сергеевича, знаете вот молодой человек? Нет. Видели книгу? Нет. Только вчера познакомились. То есть вчера познакомились. Отношения с ними до этого неприязных не было? Пожалуйста, поясните, что произошло, участникам каких событий вы невольно стали? Я работаю с ватным Борисом. Во время футбола шел первый тайм на 41-й минуте. Матч был судьей остановлен. В связи с чем? И был штрафной. И в этот момент с сектора G1 выскочил
фанат на поле. Это Молодыч. Да, это был еще С какого сектора? G1. Или H1. H1. Я просто говорю H1. Да, Выскочил. выскочил. Венгерский, да? Да, венгерский. И что он сделал? У него был флаг белый, красный, в руках над собой его поднял и побежал по полю. Было передано тогда станции. Его задержали судами. Суды выдвинулись на поле и задержали его. Спустили руки, вывели с поля на край поля, Где его задержали? на поле, на самом поле. Кто задержал непосредственно? Получается, я задержал или еще суд. Ну, сейчас я просто фамилию не знаю, сейчас будет второй суд. Есть он здесь. Да, да. Мы его скрутили, вывели с поля, и там, получается, комната поля, выход со стадиона, стреляли сотрудника МВД. То есть вывели за поле, да? Да. Скажите, вот эти данные действия Александра Сергеевича каким-то образом из-за него прервался игра там? Ну да, судья был все равно, он не увидел это, все игроки остановились. И как бы это матч международной лиги чемпионов, у есть специальная инспекция лиги Европы, УЕФА, которая смотрит и потом выносит санкции, если фанаты убегают на поле. То есть это может еще и аукнуться команде? Это, да, может быть, это уже как решит УЕФА. Могут выписать с команды штраф очень большой. И заключается наша работа, смотреть за безопасностью на стадионе, смотреть, чтобы фанаты не убегали на поле. Какие действия оцениваются? Ну, как, хулиганство. Хулиганство. Хулиганство специально не пришло. То есть болельщикам вообще разрешается наблюдать? Нет. Она, скажем так, национальный матч. То же самое, это все суд стоят, наблюдают. То есть независимо. Независимо. Международный матч, Да. какой-то Либо это чемпионат республики. республики, никакого нахождения фаната на футбольном поле, и вокруг его он только должен прийти, сесть на трибуну и смотреть футбол, болеть за футбольный клуб. Скажем так, таким образом поддерживать команду не приветствуется. Да. Александр Сергеевич, вопросы есть к свидетелю? Нет. Все вам правильно показывают? Как было? Ну нет, я же сказал, что они меня вели, да, в автобус. Здесь куда-нибудь. Да. Есть где-то видео, наверное, на Белсате, наверное, там кто-то снимал. Откуда? Ломали руки. Мы вывели сотрудники милиции, забрали его. То есть где вы передали? Передали На территории стадиона? на территории стадиона, передали сотрудники милиции, его забирали, потому что мы как бы передаем сотрудникам милиции, а они уже его забирают там, не знаю, машину или автобус, не знаю. То есть кто, скажем так, обеспечивал безопасность на матче? Ну, сотрудники милиции, Вы помогали? да, мы так работаем с сурдами внутри чаши, как бы так, для безопасности. Ну, сотрудники милиции тоже самое вместе с нами работают по безопасности матча, футбольный матч. У меня вопрос венгерский. Знаете, пожалуйста. Были вы ранее знакомы с этим молодым человеком? Первый раз вижу. Вчера первый раз видел. Грязных отношений не было? Не присутствует. Есть у него повод вас оговаривать? Да, Хорошо, присядьте.
совершается. Назовите ваше фамилию, имя, отчество. Александр Юрьевич. Дата рождения ваша. Число. 1007. Проживаете по какому адресу? Строитель 14, 8 квартира. Строитель 14, 8 квартира. Строитель 14, строитель 8, определитесь. Строитель 14, квартира 11. Работаете где? Учусь. Где? В БГК. Где? ТК. Первый. Вызван в суд в качестве свидетеля, разъясняя обязанность давать суду правдивое объяснение, предупреждайте административную ответственность за отказ от дачи объяснений, дачу заведомо ложных объяснений. Подписочка. Вот здесь. Ниже. Фамилия ваша, инициалы и подпись. Скажите, пожалуйста, Александр Юрьевич, знаете вы венгерский Александр Сергеевич? Вчера первый раз увидел. Вы этого знакомы не были? Нет. Приязных отношений? Нет. Ну, расскажите, где вы с ним, при каких обстоятельствах познакомились, через чем? Вчера на матче БТ Арсенал я подрабатывал стюардом. Данный человек выбежал Где вы, скажем так, находились? на секторе Аши. На каком? Аши-1. Саша. Все. Данный человек выбежал оттуда, нажимать. Сейчас, на секторе Аш-1, стюард. Ну что ваши обязанности? Следить за порядком на трибунах. То есть, в чем выражается ваше, скажем так, функция осуществления Чтобы сближения порядка на трибунах? ноги никто не закидывал, не курил, не раскрывал спиртные напитки. На секторе болельщик. Да. Ну и что случилось? Я стоял, следил за порядком, и в этот момент человек выбежал на поле. Какой человек? Вот этот человек выбежал с флагом. Как удалось выбежать из поля? Скачал как-то. Награда высокая? Нет. Перепрыгнул. И побежал на поле. Что-то в руках у него было. Флаг. Побежал куда? В другом конце поля. Чьим воротам? К воротам Арсенала. Ничего. Сейчас. Поле к воротам Арсенала. Да? Ваши действия какие? Я побежал за ним, так как это входило в мои обязанности, чтобы на поле никак не смог проникнуть. В итоге он был задержан и передан сотрудникам милиции. Кто задержал? Вот этот человек. Какой? Вот. Нет, его кто задержал? Я и вот еще какой-то свидетель, да. Как это уж, да? А можно вопрос задать? Сейчас вопросы можно задать. Так, значит, где вы его задержали? Возле ворот Арсенала. Возле ворот Арсенала. После этого какие
действия с вашей стороны? Все, передали сотрудникам. Нет, ну задержали, что? Связали с сотрудниками милиции и передали. Ну, как вы доставляли сотрудникам милиции? Под руки взяли. Сам шел, упирался, что-то выкрикивал. Выкрикивал там. Может быть, тоже кричал. Тихо, тихо, тихо. Кричал Беларусь. Что такое? Ну, сам шел, он упирался, не вырвался, не пытался. Ну, пытался. Где вы его передали сотрудникам милиции? Вблизи поля. За воротами или... Да, за воротами. По времени все это, как бы, в динамике, ну сколько? 3, там, 5 минут, все. Минуты 3. Около 3 минут все это было, да? Повлекло это остановку ночью. Да. То есть, ну, скажите, вы, так скажем так, стюартом давно подрабатываете на стадионе? Вчера первый день. Первый раз ходили. То есть известно вам, какие последствия могут быть от каких действий болельщика? Могут прекратить матч, сорвать, скажем, Да. могут, да? Какие-то могут там для клуба последствия? Да. Какие, если вам известно? Штрафы, взыскание. То есть может международная федерация футбола наложить Да. какие-то штрафные санкции? Ясно. Пожалуйста, вас вопрос. Меня просто интересует, где делся Стюарт, который сбивал меня с ног, а потом, как выяснилось, он вместе со мной оказался в автобусе, продавали билеты, типа, ну, не билеты, а проводили за деньги. Их вот приняли, наверное, так сказать, и вот, ну, их привели в тот же автобус, там, где есть. Вопрос к нему или... Не, это вообще, типа, ну, это он как свидетель, ну, то есть это Стюарт, который именно сбил меня с ног на стадионе. Понимаю, вы его задержали? Нет. Кто задержал? Потом. Просто там несколько человек задерживали вот его. Потому что там человек 5 было сразу, который суд бежал, он, да, его повалил, потому что как бы он быстро бежал, и он его повалил. Несколько судов со всех сторон мы бежали, и я вот с ним, его потом все суды ушли, пошли дальше смотреть за остальными зрителями. Мы его Вы его доставляли с поля, да. Мы выводили с поля. Просто нет, там было человек 5 судов, которые... Ну, такой молодой человек, который со шрамом на голове, вот, который там на секторе кричал, что я сейчас вызову ОМОН, там, то есть, типа, 5-10. Вот этот именно он меня сбил с ног, и потом, как оказалось, они продавали билеты. Ну, не продавали билеты, а заводили за деньги и оказались в автобусе. Вот мне просто интересно, где он, ну, на теперешний момент. То есть это непосредственно человек, который меня задержал. Я вам на этот вопрос не отвечу. Ну, хорошо. Будут вопросы к данному свидетелю? Нет, у вас вопросов Нет. не будет. К первому свидетелю. Ясно. Присядьте. Назовите ваше фамилию, имя, отчество. Дата рождения. Проживаете? Работаете где и кем?
вызван на суд в качестве свидетеля, разъясняю обязанность давать суду правдивое объяснение, предупреждается административной ответственности за отказ от дачи объяснений, дачу заведомо ложных объяснений. Спешите, пожалуйста. Предупреждена в ответственность. Скажите, пожалуйста, Павел Геннадьевич, Александр Сергеевич, венгерского знаете? Да. Какие отношения с ним? Никаких. Служебные. Что-то Неприязненных нет? Нет, ничего. До 28 сентября были знакомы с ним? Ну, расскажите, где, когда, при каких обстоятельствах познакомились? Футбольный матч ВТ Арсенал. Я был с своими коллегами как группа документирования. По средствам связи сообщили, чтобы подошли к стадиону, зашли внутрь стадиона, что надо забрать оттуда человека. Зашли между H1, H2 сектором, там есть такая арочка. Там стоял господин Венгерский, возле него стояло 2 стюарта, мы держали, стюарт передали его нам, и, соответственно, когда его передавали, он пытался от нас, я не понимаю, что именно он хотел сделать, или на поле назад вернуться, или в сторону выхода со стадиона выбежать. Мы его опять задержали, достали в автобус. В момент передачи? Да, в момент передачи. Когда стюарт его конкретно Он попытался что сделать? держать, вырваться. Вырваться от кого? Меня и моего коллеги. Коллега, кто был? Мой Сергей. Что вы предприняли? Ну, мы его наручники не одевали, потому что мы были вдвоем, дали под руки его и повели в автобус. По дороге в автобус он уже начинал приходить в себя, начинал говорить, что вот хотел социализировать, там, флаг, там, такие вещи пошли. Все, оформили его и отправили в отдел на оформленный автомобиль. Только не повинение. А выразил в том, что в тот момент, когда мы его передавали на суд, он пытался убежать от нас. Он прекрасно понимал, что он сейчас в данный момент задержан. Мы ему, соответственно, разъяснили. И, соответственно, он пытался от нас. Нет, в какие моменты в протоколе написано, будучи задержанным за совершение мелкого хулиганства, отказался пройти служебный автомобиль, пытался убежать, чем указал законному требованию согласного сотрудника милиции в Оренбурге. Какое требование вы ему предъявили? Соответственно, когда мы его хотели забрать у Стюарта, мы его, соответственно, хотели сопроводить в автомобиль. То есть, Вы ему об этом сказали? Конечно. Вывести его со стадиона. Расскажите, вот да, мы в этот момент сказали, да, что в этот момент мы его, что вы они нам передавали, мы говорим, идем в служебный автомобиль, отправлять все необходимые процессуальные документы. Вы ему объяснили, что он административно задержан? Конечно. Объяснили, что сейчас просто он что он на это ответил? Он пытался убежать, но он нам ничего не ответил конкретно, чтобы что-то сказал, нам там еще что-то. Во-первых, если, может быть, он что-то и сказал, но это был футбольный матч, там все шумело, все гудело. Здесь получается, то есть он своими действиями оказали повиновение. То есть после того, как вы его разъяснили, а он услышал то, что вы ему разъяснили? Ну, я думаю, на 100%, что он услышал. Вы говорите, какой шум был, вы не услышали, сказал он вам что-то или нет, а он услышал то, что вы ему сказали. Мы находились с ним вообще в непосредственной близости, и когда мы ему говорили, он в этот момент начал уходить, то есть, дослушал. Он слушал, видно было по нему конкретно, что он все прекрасно понимал и осознавал. То есть своими действиями он оказал неповиновение. Вы его задержали, он упирался в предоставление суда. Изначально, буквально вырывался. 1,5-2 минуты вначале он не хотел идти в машину. А от того места, где вам его передали, до служебного автомобиля? А потом какое расстояние? 2-3 метра максимум. Ну, просто он понял, что два нормальных человека... Подождите. Куда? 2-3 метра? Подождите. Молчите. От того места, где вам передали стюарда, до служебного автомобиля, какое было расстояние? От служебного автомобиля 200 метров.
вот и когда он упирался и вырывался от вас, в какой момент? Момент передачи, именно когда передача была все. Когда вы ему разъяснили, что он задержан, Да, мы ему разъяснили это, что он задержан. В этот момент он от нас пытался уезжать. Мы его взяли. Вы сказали? Сразу же потом, после этого, как он дернулся, мы его взяли под руки, он сразу же, я никуда не пойду. то есть в этот момент. Да. Все. После этого, что вы повели его силой, И, конечно, применили 2-3 физическую силу? метра он... Нет, физическую силу мы ему... Не, ну, если вы его с усилием повели, значит, какую-то силу, что вы... Да. 2-3 метра он попытался, и потом понял, что смысла нет уже. Все, куда уже деваться. И все, и потом пришел в автобус, и никаких вопросов не было. Чем-то он объяснил свое такое поведение. Он хотел донести до народа символику погони, бело-красный флаг. То есть он еще плюс говорил, что хотел пронести наручники, для того, чтобы там стоять правобранки, нормальный досмотр, наручники соблюдены. Он хотел перековаться с этим флагом как ворот в футболе. О том, что он хотел таким образом поддержать команду, ничего не говорил. Про команду там речи не было. Как бы, я так понимал, он от этой затеи отказался, потому что Вопросы к свидетелю имеются? Как было? Да, нет, он не вырвался. Ты сказал, что я сам ушел. То есть, Если вы говорите, что так не было, и у вас нет вопросов, ну, как бы я сразу объяснил свою точку зрения, чем я не согласен. Ну, я, получается, сам шел, то есть, осознанно шел, то есть, не срывался, то есть, я был не в алкогольном, не в наркотическом опьянении, то есть, я понимал, что смысла, убегать дальше нет. И я добровольно шел, никто меня не просил, там, если бы я даже хотел бы вырваться, почему не были там применены какие-то спецсредства, наручники, там, и тому прочее, или что я вот такой бык, типа, быковал и пытался потом бежать. Да не было такого. Где-то должен быть ролик в интернете, как я шел, то есть, я более чем уверен, что клевета просто со стороны работника, что я хотел куда-то сбежать. скажите, пожалуйста, так вас передали работник... Нет, меня вот... Подождите, меня... вы вопрос дослушайте, пожалуйста. Вас передали стюарды работника милиции в том месте, где указывается, между сектором H1 и H2? Нет, я сидел на H1, я бежал в противоположную сторону. То есть, я не знаю, где вас передали? В каком месте? В угловом секторе, там получается, вот я сидел на H1, а меня передали с противоположной стороны в угловом секторе. То есть они, и данный сотрудник, вот стюард, вот этот вот, который парень, он меня вел еще за Борисов ареной. То есть, и он не ушел там сразу, как он говорит, что он там якобы передали сотрудникам милиции, он ушел там куда-то по своим делам, там дальше выполнять свои обязанности. Он меня вел там, за Борисов ареной, то есть, и там расстояние было не 200 метров, но метров, наверное, 500, это был противоположный сектор, а автобус стоял вот там с того сектора, там, где я сидел, грубо говоря. Будет вопрос? Нет. Присядьте. Скажите, нет, я не вам. Вы погодите еще. Еще к вам будет несколько вопросов. Да, в протоколе указано, еще отказывался остановиться, прекратить противоправные действия. Какие противоправные действия? Что тут гасится? Отказался прекратить. Вот вы должны были замечание, я так понимаю, сделать. Пожалуйста, прекратите. Что прекратить он должен? Убегать. Он отказался. Вырывался. И в протоколе написано, все это происходило на футбольном поле. На футбольном поле это не могло быть. Потому что это проходил бой на футбольном поле и в самом стадионе. В футбольном поле его забрали вынести стюард. И на газоне.
На рапорт кто составлял? Я. Этот рапорт. В рапорте было указывается, докладывалось, что в ходе футбольного матча на Борисово-Арене по адресу Бориса Гагарина 118 гражданин венгерский выбежал на футбольное поле во время игры БД Арсенал около 20 часов 40 минут, чем совершил мелкое хулиганство. При задержании венгерского последний начал убегать, на неоднократное требование прекратить свои действия ответил отказом. Какие неоднократные требования? Какие действия прекратить? Все им говорили. Стой или что вы говорите? Ну, конечно. Говорили что? Мы ему конкретно сказали. Да. Куда? Прекратить противоправные действия. Говорили? Свои действия ответил отказом. Отказ выразился, потому что он продолжал, да? Понятно. Было вопрос? К остальным свидетелям. Можем опускать? Да. Если хорошо. У свидетелей повестки не надо вам? Нет. Ничего. Хорошо, свидетели можете быть свободны. Имеется у нас письменный материал дела, кроме протоколов об административном правонарушении. Рапорт я уже вам огласил. Так, по такому вопросу 28 сентября 2017 года Венгерскому Александру Сергеевичу повышен указанного адресу проживал один. Также хочу пояснить, что сегодня находился на стадионе Борисово-Арене во время проведения футбольного матча около 20 часов 40 минут. Я выбежал на футбольное поле во время игры, после чего меня задержали сотрудники стадиона, после чего меня доставили для разбирательства. Сегодня я спиртное не употреблял. Больше по данному поводу пояснить нечего. По такому вопросу Аллаев Александру Юрьевичу могу пояснить, что я сегодня находился в футбольном матче, в ходе матча молодой человек выбежал на футбольное поле и побежал на неоднократное требование остановиться не реагировал. Смысл записано верно, но обращение. Что вы не Кирилл Александрович по такому вопросу. Могу пояснить, что я 28.09.18 дежурил на Борисово-Арене на секторе H1-H2. В ходе матча на поле выбежал молодой человек и побежал по футбольному полю. На мои замечания остановиться не реагировал. Вместе с сотрудниками милиции данный гражданин был задержан. До такого административного задержания, по задержанности за совершение правонарушения предусмотрено статьями 17.1 и 23.4. В принципе, это все, что у нас имеется. Какие-то дополнения у вас будут? Да. Что будет перерыв на 15 минут? Не нравится. Александр, так убегали вы или не убегали? Да не убегал никуда. По стадиону только бежал. А так оказали они вам спиниться? Никто ничего не сказал. То есть колени меня повалили на землю, то стали только. Тогда они только меня затримали, и все. Что
То есть не было никаких требований. А еще расскажите, может, вы это сделали? Популяризация национальных стяга символов. Абвесцілі перапытак на 15 хвілінаў. Мы цяпер у судзе Барысаўскага раёну. Тут разглядаюць справу хлапца, які ўчора падчас матчу БАТЭ Арсенал выбег на стадыён з чырвона-белым сцягам. Зваць яго Александр Венгерскі. Ён з Вілейкі. Яму у пратаколе напісалі 2 артыкулы. Гэта хуліганства і непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі. Ну, што ён паспеў нам распавесці, пакуль яго вялі у залю суду. Гэта тое, што, кажа, што заломвалі яму рукі, у русе яму было кепска, падняўся ў яго ціск і выклікалі яму хуткую дапамогу. Ён такі трохі адзенне ў яго трохі бруднае, відаць, все бачылі на відэа, як яго там качалі па траве на гэтым футбольным полі. Суддзя нам не дазволіў весці відэаздымку ў зале суду, але мы зрабілі ўсё магчымае, каб зрабіць аўдыёзапіс. Калі гэта не зусім добра чуваць, мы выбачаемся, сапраўды, рабілі ўсё, што маглі. Самае галоўнае разыходжанне, якія ёсць у паказаннях, у тым, што кажа Александр, і ў тым, што кажуць людзі, якія яго затрымлівалі, гэта сцюарды і міліцыянт. Александр кажа, што ён ніякага супраціву супрацоўнікам міліцыі не аказваў, нікуды не спрабаваў збегчы, а якраз такі той бок, які яго затрымліваў, настойваюць на тым, што гэты супраціў быў. Гэта, напэўна, важна, таму што па артыкуле супраціў супрацоўнікам міліцыі, там ёсць пакаранне суткамі да 15 сутак можа чалавек атрымаць, калі такі артыкул суддзя ўсё ж такі прызнае правамоцным. А хуліганства, по-моему, там толькі штраф можа быць, там таксама можа быць адміністрацыйнае пакаранне, але штраф у такіх выпадках, напэўна, больш верагодны. Таксама суддзя часта пытаўся у Александра, ці думаў ён пра каманду, ці што, можа быць, і матч перапыніўся з-за ягонага ўчынку, і навошта ён гэта зрабіў. У Александра ёсць цвёрдае меркаванне, ён адказвае, што зрабіў гэта дзеля папулярызацыі нацыянальных сімваляў. І таксама задавалі часта пытанні, калі глядзець на відэа, як яго затрымлівалі, там відаць, што ён нешта кажа ці крычыць. І у судзе стала вядома, што ён там крычыць. Крычаў ён падчас таго, як яго затрымлівалі «Жыве Беларусь». Быў таксама смешны момант у судзе, калі у аднаго са сцюардаў запыталіся, у які бок ён пабег, там у бок брамы Арсенала. І суддзя запытаўся, хоць не з мячом пабег. Гэта ўсіх трохі павесяліла, хаця ўвогуле атмасфера у самой зале суду такая, спакойная. Людзей не шмат, Александр адзін. Яшчэ раз нагадаю, што ён з Вілейкі, там у яго бацькі, там у яго брат. Адчуванне, што, можа быць, яны нават і не ведаюць, што цяпер з ім адбываецца, што цяпер яго судзяць. Распавялі вам все, што маглі на дадзены момант. Заставайцеся з намі, будзем паведамляць пра тое, як усё ж такі суддзя вызначыць, наколькі вінаваты Александр Венгерскі у сваім учынку, які ён учора здзейсніў на полі падчас гульні БАТЭ Арсенал. Нагадаю, што хлапец на працягу некалькіх хвілінаў бег па полі з чырвона-белым сцягам.
Добрый день. Добрый день. Добрый. Что написали? Каб российский солдат ушел з нашей земли, что мы незалежное государство, якое не допустить, каб проходили гэтые вывучэнне в нашей стране. У якім войску готовы служить? Я вообще не готов служить. Наши деды за нас отслужили, отвоевали, и хочется мирного неба над землей, каб над головой, каб наши дети не бачили гэтага ўсяго. Каб у нас добрая была страна, каб все жили счастливо. Не надо нам вообще никакие учения. То есть у нас хапало войны, хапало крови, хапало слез, хапало страданий. То есть хочется жить мирно в мирной стране. То есть